Здравствуйте, меня зовут Евсеев Артем, и я являюсь преподавателем учебного центра Финконт. Хотел бы вам представить семинар, посвященный проблеме недобросовестных поставщиков, как сохранить вычеты и уйти от налоговой ответственности. На нашем семинаре мы с вами проанализируем одну из основных проблем современного налогового права – это претензии, предъявляемые предприятиям, связанные с работой с недобросовестными контрагентами. Специфика проблемы заключается в том, что обычно никто не понимает, что необходимо сделать, чтобы себя от этого обезопасить, и как необходимо бороться с подобными претензиями. Могу привести вам небольшой пример. Как известно, все обычно пытаются своего контрагента проверить, собрать о нем необходимый пакет документов. Давайте посмотрим, допустим, на наш первый рисунок, и мы обнаружим, что если компания 1 оплатит товар своей компании-контрагенту однодневки по безналу, это автоматически означает, что не открыт расчетный счет, это означает, что банк эту компанию проверил полностью, и фактически ваша проверка на этом заканчивается. Кроме того, обращаю ваше внимание на такие небольшие особенности, на которых мы будем обращать внимание в нашем семинаре, как, например, если, допустим, компания 1 работала бы с компанией однодневкой и получила вычет в размере 36 рублей, в нашем случае, то у нее бы все эти суммы отобрало государство, заявляя, что она необоснованно заявляет вычет. Между тем, если мы посмотрим реалии жизни и обнаружим, что эта компания однодневка была встроена между двух нормальных организаций, то мы обнаружим, что на ней осталась всего лишь наценка, в нашем случае 9 рублей. То есть ущерб бюджета составляет 9 рублей, а у вас отобрали 36. Как вы понимаете, такое лишение вас полного вычета, при котором вы уплачиваете НДС даже за тех людей, которые его уплатили, это вот наш случай компания номер 2, безусловно предполагает нарушение всех конституционных норм, связанных, например, со справедливой и соразмерной ответственностью. На нашем семинаре мы постараемся выявить, в чем суть претензий к компаниям-однодневкам, что необходимо сделать, чтобы действительно себя обезопасить, каким образом построить договорные правоотношения, чтобы претензии можно было исключить, каким образом налоговая инспекция попытается выявить и доказать вашу связь с однодневкой, как этому противостоять, каким образом налоговая проверка и какие нарушения допускаются налоговыми инспекциями, и каким образом вы можете, даже ничего не делая, в будущем доказать, что вы не виноваты и никакой связи с компанией однодневкой у вас не было. До встречи на семинарах компании Финконт.